Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами узнаем, что он от вас скрывает. Какие тайны, какие секреты, какие скелеты в шкафу у него есть. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, задайте ему свой вопрос. Своими словами спросите, что ты скрываешь, да, какие мысли, действия, что есть такого, в чем ты мне до сих пор не признался. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Стрелка вниз. Видите, большая стрелка вниз, мужчина пытается ее поднять. Мужчина, кстати, у вас такой загадочный. Он такой по натуре, вот молчун, все держит в себе. Там, да, если что-то нужно узнать, так чуть ли не с пытками. Редко, когда вам что говорит, редко, когда в чем признается. Но тут мне кажется, что у него характер такой. Ну, либо такое было воспитание, да. Вот не привык он обсуждать свои проблемы, не привык он делиться личным. Больше как все в себе, сам с собой, вот как-то так у него. Мужчина, он неплохой, но вот если бы он раскрылся, если бы он вам доверился, если бы он не боялся, да, говорить то, что думает и чувствует, то, что его волнует, гораздо было бы все попроще. Ведь вы, женщина, не только красивая, но очень умная. Вы очень эмпатичный человек. Вы чувствуете, когда он в себе закрывается. Вы чувствуете, когда его что-то волнует. Вам даже сны могут сниться по поводу мужчины и по поводу его тайн. Вот я сердцем чувствую, и меня очень беспокоит, да, что он молчит, что он скрывает, что он не договаривает. А вы, кстати, всегда чувствуете, когда он пытается вас обмануть. Вы чувствуете, когда ему плохо, даже если он на расстоянии находится. Да, это есть, этого у вас не отнять. Вот если бы он с вами всем делился, ваши отношения, они бы были совершенно на другом уровне. И опять же, мужчине этому было бы очень хорошо. Многое бы у него получилось, случилось, меньше было бы стресса. Ну и вам бы было тоже лучше, потому что вот это неведение, вот это предчувствие, оно вас достаточно сильно смущает, да, вот тяжелым камнем лежит у вас на сердце. Так, что он от вас скрывает? Давайте начнем вот с этого момента. Здесь какая-то женщина к нему руки тянет. Может быть, на работе, может быть, где-то. Вот она к нему, может так сказать, пристает. Она навязывается. Она такая, знаете, вот липучая, да, она себя предлагает. Он как бы улыбался этому, думал, что может, шутит она, да, может, у нее такой характер, да, такая вот раскрепощенная девица. А на самом деле, как бы, она уже чуть ли на него не кидается, девочки, да. Вот этот момент очень смущает. Конечно, он вам об этом не говорит. Возможно, вы ревнивая. Либо он знает, какая вы боевая дамочка, что вы можете пойти там космы выдернуть. Не хочет он проблем, он думает, что он справится сам. Но судя по этой картинке, у него не получается справиться с этой женщиной. Вот, она все больше и больше не дает ему проходу. И прям уже, видите, руками его дергает. Я не знаю, там обниматься пытается, там целоваться. Вот как-то так идет.
сложный момент, и я так понимаю, что требуется ваше участие, либо требуется ваше вмешательство. Но если вы знаете, где он работает, где и с кем время проводит, то вам не составит труда понять, кто эта девица, и, не знаю, там, пойти по-свойски с ней поговорить, разобраться. Ну, конечно, без рукоприкладства, но дать ей понять, что это ваш мужчина, и вы не потерпите, чтобы какая-то девица свои грязные руки к нему тянула. Ну вот как бы есть, да, цепляется. Еще у кого-то из вас отыграется, что мама этого мужчины вас постоянно критикует, либо как-то очень недоверчиво, скептически, с неприязнью к вам относится. При этом она может вам в лицо улыбаться, а сыну может там в уши лить, что вы там какая-то не такая, и там борщ у вас не такой, и в доме у вас грязно, и что вы там собой только занимаетесь, а не им. То есть вот такие моменты могут быть. Он вам об этом не говорит, наоборот, он, скорее всего, говорит, что вот моя мама, она так тебя любит, она от тебя без ума. Да, он пытается сгладить, потому что вы обе важные женщины в его жизни. Понятно, что с мамой уже ничего не сделаешь, да, как бы мы родителей не выбираем. А вы для него прям, да, любовь всей жизни. Вот пытается всеми силами эту маму свою переубедить, что нет, вы хорошая, что у вас любовь, что у вас счастье. И даже в каком-то моменте, вот если вспомнить, был такой момент, что они не общались. Вот тогда она прям на него очень давила, и он ей, скорее всего, сказал, что вот если будешь дальше так продолжать, то меня больше не увидишь. И вот какое-то время они не общались, не поддерживали связь. Вот это было. Конечно, он вам не сказал, он что сказал другое, но вот мне показывает, что она против вас настроена. Мне кажется, что она просто ревнует. Ревнует, и для нее это болезненно, да, что ее сынок, в общем, полюбил вас. Она-то думала, что он навсегда останется маленьким и будет возле ее юбки сидеть. А видите, как не так в жизни все устроено. Да, тут ревность больше причина идет. Так, у кого-то мужчина еще скрывает свои проблемы на работе. Проблем очень много, потому что стрелка вниз пошла. Трудно, сложно. Есть какие-то моменты, может, там подставили, обманули. Либо, в принципе, ухудшается экономическая обстановка. Да, мужчине все труднее и труднее зарабатывать. Там клиентов меньше, либо меньше заказов. Либо, может, даже какие-то сокращения там на работе проходят. Может быть, даже урезание зарплаты, да, вот такой момент. И он от вас это скрывает. Всегда там улыбается, говорит, да все хорошо, все нормально, у меня все в порядке, я там работаю, да, деньги делаю, как бы ты не переживай по поводу этого. Еще мне кажется, что он, это не у всех отыграется, у кого-то конкретного, что мужчина вот на какое-то то ли мероприятие, то ли подарок, то ли куда-то он деньги как будто бы занял. Но если занял, то ладно, как бы отдаст. А вот если это какой-то кредит, либо микрозайм, то это прям очень плохо. Очень плохо, потому что с деньгами у него плохо, да, не получается отдать, либо очень сложно отдать. И признаться вам он тоже не может, да, что у него там долг, кредит есть. А это прям проблема. Это может обернуться очень серьезной проблемой. И эта проблема может даже как-то подорвать ваши отношения. Да, потому что бремя кредита, оно прям ужасное. Показан у кого-то такой момент. Конечно, он вам об этом не может сказать, да, он не может так себя подставить. Но опять же, он знает, что вы такой человек переживающий, вот, не хочет вас тревожить. Хотя о таких вещах обязательно нужно говорить. Если ты где-то занял деньги, особенно если в кредит влез, то об этом обязательно нужно сказать. Вот это, в принципе, вы и сами можете узнать. Вот есть же такие службы, да, которые проверяют людей на наличие кредитов. Можете туда обратиться и узнать. Не у всех, говорю, отыграется, но вот у кого-то есть такой момент. Дальше. Подходим к душе. В душе у мужчины очень многое поменялось за последнее время. И эти перемены его, они немножко пугают, настораживают и пугают. Если раньше этот мужчина, грубо говоря, никого и ничего не боялся, то теперь в его сердце, в его душе поселился страх.
Страх потерять вас, либо страх, что с вами что-то плохое случится. Если вы заметили, за последнее время мужчина стал вот прям такой, знаете, щепетильный в этом плане. Он там может выйти вас встречать, он там может лишний раз спросить, где вы, когда вы будете. Да, вот эти моменты — это его переживания. Он переживает за вас, он переживает, что с вами что-то произойдет плохое, там дураков на улице полно, там опасная криминальная обстановка. То есть вот как бы это на него влияет. Он стал бояться за вас, бояться, что вот вас не будет. У кого-то отыграется обратная ситуация, что мужчина стал больше ревновать. То есть вы настолько ему дороги, настолько он в вас нуждается, вот как в воздухе, в кислороде. Он очень сильно боится, что вас кто-то другой заинтересует, да, либо кому-то удастся вас увести у него. И он такой, блин, ну я же не переживу, ну как я буду жить, я не смогу, зачем мне такая жизнь без нее. То есть такие вот дурные мысли в голову лезут. Но тут как бы да. Надо работать над его сердцем и душой. Надо бороться с этими страхами. Страхи мужчин не украшают, абсолютно не украшают. Но ревность ни к чему хорошему не ведет. Вы, наверное, и сами это знаете. Но есть такое, да, такой момент вышел. Так, мои хорошие, еще одно событие, тоже не у всех отыграется, но я должна об этом сказать. Здесь мужчина вас стал побаиваться. Вас боится он потому, что вы все как будто бы знаете наперед. Вы угадываете его мысли, вы предсказываете со стопроцентной точностью. Вы людей как будто бы насквозь видите. Все, что вы говорите, оно сбывается. Вы, вот как пророк, да? Пророк, и мужчина этого боится, он не может это объяснить. Скорее всего, у вас мужчина такой прям стопроцентный до мозга костей материалист. Он не понимает, что это, да, с чем я имею дело, откуда она это все знает. Потому что гостья из будущего, да, как она может это все угадывать, предсказывать, почему ее предсказания сбываются, что за сила ее ведет. Да? Вот 1000 вопросов в голове. То, что я не могу себе объяснить, того я начинаю бояться. Вот у него как-то так это построено. Ему иногда кажется, что вы умеете читать его мысли, либо, скорее всего, читаете. Он такой приходит, а вы такая, так, следующая страница, да, прочитали его полностью. То есть от вас вообще ничего нельзя скрыть. Вот, нельзя. Опять же, ваши эти наводящие вопросы, у него просто кошмар в жизни происходит, когда вы начинаете его расспрашивать. Знает, что чувствуете ложь, знает, что вам врать бесполезно, но как-то надо выкручиваться. Да? Есть вещи, которых он не может вам сказать. Я не могу сказать, что он прям вас очень сильно боится. Он боится того, что вы умеете делать. Вот как-то так идет. Пока он это не понимает, да, пока мы не понимаем, с чем имеем дело, будем немножко опасаться, бояться. Так, еще показано, что у мужчины какие-то странные, несвойственные ему ощущения пошли. Вот ему хочется гнездиться. Да, вот здесь показывают птицу, которая начинает видеть гнездо, создавать семью, создавать уют, думать о будущем, думать там, о детях, думать о каких-то бытовых банальных вещах. Вот. И он такой, блин, что старею? Я, наверное, старею. Да? Что со мной происходит? Почему я такой клушей становлюсь? Да? Почему я об этом думаю? Раньше меня вообще это не заботило. Да? У меня какая-то другая была жизнь. А сейчас вот я прям весь такой хозяйственной становлюсь. Да? Семьи хочу семейных ценностей. Да, вы на него здорово влияете. Вы его очень много позитивным моментам учите, обучаете, прививаете ему позитивные моменты. Вот все, что связано с серьезностью, с семейностью, с заботой, с любовью. Именно в этом очень много влияния идет. Так, еще здесь показывает мужчину, у кого проблемы со здоровьем. Сильный, смелый, дерзкий, но очень боится врачей. Медработников боится, да, потому что он еще и уколов у вас боится. У него какие-то проблемы со здоровьем, и он такой, знаете, на ногах это все выносит, героически держится, да, может быть, даже в тайне какие-то обезболивающие пьет. Но вот пойти к врачу для него это какая-то вот мука, да, кара небесная пойти к врачу. Еще, не дай бог, там будут лечить. Может, у него зуб, кстати, болит, да, может, он стоматологов боится. Но вот есть что-то, что он скрывает. Что в тайне, например, пытается там самолечением заниматься, либо там с мужиками обсуждает, там советы просит. Но к врачу прям нет, никогда, да, не пойду.
Не пойду. Это очень плохой сигнал на самом деле, да, потому что нужно лечиться. И если у нас есть благая медицина, то мы обязательно должны этим пользоваться. Что это за дела, да? Также можно запустить себя, а потом уже непонятно, что будет. Вы как-то должны его уговорить, что ли, да, сходить на чекап, провериться. Особенно те, кто замечают, что мужчина как-то вот иногда там то скривится, то замрет, вот у него что-то болит. Держится, он терпит эту боль, вот лишь бы не идти к врачу. Это плохой сигнал, надо что-то с этим делать, девочки. Он вас любит, если вы ему, ну вот условия поставите, да, либо ты идешь к врачу, либо ты идешь куда подальше, то он пойдет. А если еще с ним пойдете, вообще будет идеально, да, вот вы ему сил придаете. Кстати, очень мужественная женщина, он не раз в этом уже убедился, при вас он бояться не будет. Так идет, да, чтобы грязь лицом не ударить. И еще, у кого мужчина был женат, то он явно тайно общается со своей бывшей. Вы можете об этом знать, но вы не знаете, как часто они общаются и что они там вместе делают. Они не то делают, о чем вы подумали. Они, ну, я скажу прямо, да, мне идет, что бывшая с него деньги тянет. Особенно если там дети есть, то там она придумывает всякие истории небылицы, вот лишь бы с него там каждый раз вот копеечку стянуть. Решила она вот хотя бы таким образом им попользоваться. Даже если это бывшая уже замужем, все равно она вот как-то, ну, не знаю, жалобит его, что ли. Либо, может быть, даже чем-то угрожает. И вот она как бы с него деньги постоянно состригает. Вот мне идет такое. Они как-то договариваются о встречах, и он туда идет, и деньги ей несет. По крайней мере, это показали. Вот деньги, много туда денег уходит, как в бездонную ту бочку, да, как в пропасть, в топку кидает. Это очень плохой знак, особенно если у вас семья, особенно если у вас дети есть. То есть это бывшая, она бывшая, да, она уже прав не имеет. Ну, понятно, там алименты. Алименты заплатил, окей, ну а дальше что? Зачем еще тянуть? Что-то она придумывает. Придумывает для того, чтобы он деньги ей давал. С этим, девочки, только вы можете разобраться. Потому что он, ну, он такой, да, он может деньги отдавать. Он может, даже не разбираясь, деньги давать. Вот как-то так идет. Лишь бы, знаете, меньше там с ней связываться. Может, она истеричка, может, она еще какая-то, там, не знаю, припадочная. Да? Он такой, ладно, лучше я дам ей деньги, лишь бы она отстала. Так, у кого-то мужчина думает о какой-то поездке. То ли он куда-то собрался у вас ехать, то ли, может быть, это работа, может быть, это, ну, вот заработок какой-то мне идет, куда-то поехать заработать. Это дурная идея, ничем хорошим это не закончится. Он может наводить об этом справки, ему могут рассказывать там красивые сказки, что там делать ничего не надо, а миллионы сами в карман будут залазить, да, вот такое могут рассказывать. Вы с ним об этом поговорите, приведите примеры того, как люди уезжают, а потом бесследно исчезают, да, либо с людьми что-то плохое происходит. Не надо ему никуда ехать, а если ехать, то только с вами. В обязательном порядке только с вами. Самому ехать ему никуда нельзя. Там нехорошее может случиться. Ну, по крайней мере, пожалеет 100%, если поедет. И то, что будет обещано ему, он не получит. Ни при каких раскладах не получит. Еще здесь показано, что мужчина вам немножко завидует. Завидует в плане того, что вы, ну, гораздо умнее и грамотнее, что вы гораздо прозорливее, интеллектом повыше. И ну вот к вам как-то люди по-особому относятся, с каким-то особым уважением, признанием. Вот у него такого в жизни никогда не было и нет. Может быть, когда-нибудь будет, но сейчас такого нет и не было. Вот здесь зависть. Но зависть, я не могу сказать, что она прям черная, что его жаба душит. Ему хочется быть как вы, ему хочется вам соответствовать, ему хочется, ну, приблизиться хотя бы к вашим стандартам, но у него это не получается. Он пытается, но у него это не получается. Если вы заметили, что мужчина стал больше читать, больше, не знаю, там, может, смотреть какие-то, ну, пусть не научные, но интеллектуальные передачи, да, то это вот именно та самая зависть, которую он к вам испытывает. Хочется быть на уровне с вами, хочется дотянуться до вас, ну, хотя бы рядышком стать. Очень хочется.
Вот. И опять же, вы, скорее всего, не видите, как люди вас слушают, как люди к вам относятся. Ему бы тоже хотелось стать вот таким уважаемым человеком, человеком, к которому прислушиваются, которого любят, ценят, уважают. Прям это его, знаете, как цель. Вот. Но пока, да, недоступно, к сожалению. Недоступно. Ну, может быть, вы его сами научите, да, может быть, там, через пару годиков уже будет, ну, рядышком с вами находиться. Ну, как вы точно он никогда не станет, как вы только родиться надо. Но, возможно, приблизиться. Так, еще здесь показано, что вы за последнее время очень сильно изменились. Здесь прям процесс окукливания показан, да, когда из куколки появляется бабочка. Что-то вы в себе поменяли. Сами, кстати, очень сильно поменялись. Стали более уверенной в себе. Стали более какой-то яркой, что ли, насыщенной. Как краски мне идет, что краски появились. То ли вы краситься стали, да, какой-то другой макияж стали наносить. То ли вы, может быть, поменяли цвет волос. То ли вы гардероб сменили. Вот как краски мне идет, что больше стало яркости у вас, насыщенности. Краски появились. Очень преобразились. А он вот смотрит на себя в зеркало, и там то морщинка, то сединка, то какой-то прыщик у него, да, и он такой думает, блин, да, все краше и краше, а я все как бы хуже и хуже. Он понять не может, да, почему вы стали такой красивой, почему вы меняетесь и становитесь все краше и краше. Ну, типа, для кого? Для него? Ему бы хотелось в это верить, он мечтает об этом, либо для какого-то другого мужчины. Ну вот непонятно, да, вот вроде как бы ему нравится, какой вы стали, но с другой стороны это настораживает, потому что он не понимает, почему вы такой стали. Вот. Если вам не трудно, вы там случайно так заведите разговор и объясните, почему вы такой стали. Иначе он там себе такого надумает, ой, что, не дай бог, следить за вами станет. Ну, серьезно вам говорю. Ну, потому что несколько раз показали намеки на ревность и показали, что он очень сильно боится вас потерять. Да. Так, еще вот момент такой показан, что ему кто-то не нравится. Не нравится тот, с кем вы постоянно общаетесь. Да, скорее всего. Не нравится, что вас нужно с кем-то делить. Не нравится, что вы можете там долго с кем-то, не знаю, беседовать там по телефону, либо на встречу пойти там с подругой, либо к родственникам поехать и прям задержаться. Вот это ему не нравится. Не нравится, он прям такой аж дергаться начинает. Тут и ревность может отыграться, тут также может отыграться вот это чувство, да, что не хватает вас. То есть ему не хочется вас с кем-то делить. Он считает, что вас вот специально дергают, что если бы вас тот человек, там, родственник, либо подруга не дергали, то вы бы от него так надолго не уходили, да, либо вы бы там всем с ним делились, и эти бы разговоры были у вас общие, а не ваш приватный разговор с кем-то. Вот прям не нравится кривиться в сторону какого-то человека, с кем вы постоянно общаетесь, даже если это родственник. Так, ну, слава богу, каких-то серьезных таких прям секретов у него нет, да, что-то непоправимое он еще не сделал. Но, тем не менее, девочки, надо всегда стараться мужчину своего развернуть в свою сторону и довести отношения до такого абсолютного доверия, чтобы прям и мыслей не было что-то от вас скрыть, да? Чтобы вот он всем делился с вами. Я вижу, что вы можете. У вас прекрасные задатки психолога. Возможно, вы увлекаетесь психологией, да? Возможно, вы даже хотите стать психологом. Вот у вас получится. У вас получится. Я вижу, что этот мужчина способен на абсолютное доверие, и ему очень хочется абсолютно доверять. Но видеть какие-то огрехи его прошлого все-таки тени ему дают. Вот, над этим нужно работать, с ним нужно обязательно работать. Все у вас будет хорошо. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.